Здравствуйте, земляки! Яркое солнце дарит нам по-настоящему летнее настроение. Зеленая трава и цветущая сирень повышают уровень счастья, а информационно-развлекательная программа «Студия-11» как бы дополняет всю эту картину. Мы в эфире «Республика». Впереди нас ждет много интересного, и вот краткий анонс нашего сегодняшнего выпуска. Саксофон, кларнет и скрипка. Стены коми-представительства в Москве зазвучали по-новому. Поиск самого ценного. Как найти себя? Советы психолога. Это наша история. 3 ордена, которыми была награждена республика. Недавно представительство Республики Коми в Москве стало эпицентром таланта и музыки. В его стенах состоялся 5-й международный музыкальный конкурс имени Глиера. Чем удивила музыкальная встреча, знает Елена Красильникова. Рейнгольд Глиер – известный российский композитор, дирижер, педагог XX века, автор первого советского балета «Красный мак», который рассказывает о том, как советские моряки помогли китайской революции. Премьера состоялась в 1927 году в Большом театре. Вот на кинопленке уже 50-х годов Галина Уланова. А это вариации Глиера на «Эх, яблочко», фрагмент фильма чехословацкого телевидения. Этот балет вдохновил на создание популярных советских духов «Красный мак» и конфет «Красный мак». Впрочем, это совсем другая история. Как же Глиер связан с Коми, спросите вы? Отвечаем. Во-первых, уроженец Карткироса, профессиональный музыкант Иван Габов, учредил международный конкурс имени Глиера для талантливой молодежи. В жюри, кстати, немало наших земляков. Во-вторых, нынешний конкурс организаторы посвятили 100-летию Коми, и гала-концерт провели в московском представительстве республики. 5-й конкурс собрал 500 детей. Обладателем гран-при стала ученица музыкальной школы имени Шаляпина в Москве Мария Черенкова. Она исполнила ноктюрн «Белые ночи», написанный московским композитором Жанной Габовой после поездок по Коми. Очень нравится играть разную музыку. Мои любимые композиторы – Бах, Шопен, Григ, Глиер, Чайковский и Рахманинов. В этом году я познакомилась с нашим современником, прекрасным композитором Жанной Габовой. Она доверила играть мне свое произведение «Белые ночи». Оно мне очень нравится, потому что вызывает у людей сильные эмоции и чувства. Конкурс продолжает развиваться благодаря поддержке наследников Рейнгольда Глиера. Семья композитора Рейнгольда Глиера очень довольна уровнем проведения гала-концерта, приятной атмосферой в представительстве Республики Коми в Москве, четкой организационной творческой работой династии Габовых. Я долго трудился в Уральском отделении Академии наук в Екатеринбурге и дружу с учеными из Сыктывкара. Поздравляю вас всех со 100-летием Республики. Будем готовиться и к 150-летию Глиера через 3 года. В этом красивом мраморном зале нередко бывают концерты, выставки, встречи с земляками. И, конечно, все гости любят фотографироваться на фоне лестницы, идущей на 2-й этаж. Участники гала-концерта традиции не нарушили. Сделали сотни снимков в московском представительстве республики. Поиск своего истинного «я» не заканчивается выбором университета после 11 класса или выбором постоянного места работы. Не прекращается он и когда человек заводит семью. Мы способны годами плыть по течению в угоду спокойствию и стабильности или искать, к чему лежит душа, делать ошибки и не сдаваться. Всегда ли поиски себя обречены на провал и как помочь самому себе найти верный путь? На эти и другие вопросы моему коллеге Андрею Кабишеву ответила психолог Лилия Терегулова. Давайте начнем с понятия, что такое призвание. Призвание – это работа в удовольствие, когда человек получает удовольствие от своей деятельности. То есть человек идет на работу с большим удовольствием. С большим удовольствием, да? И чувствует себя на своем месте и ощущает удовлетворение от самого процесса и от результатов, естественно. Вот сейчас создается культ призвания, да, вот этого призвания, все его ищут. Но мне кажется, что вот этим самым общество навязывает человеку его поиск. Вот всем ли нужно это призвание, как вы считаете? Да, вот смотрите, вы правы. Призвание все ищут и думают, что если
они найдут такую работу, найдут свое место, то сразу же на них в изобилии польются деньги, они будут счастливы, их работа превратится в сплошной праздник. Но так ли это на самом деле? Я думаю, что нет. Выгорание происходит, Могу пояснить. Да? Вот смотрите, при поиске работы вообще очень важно понять, чего хочется от работы. Что нужно, мотивы, зачем мы ищем. Потому что мы можем закрывать несколько важных своих потребностей. Вот от того, какую потребность мы хотим закрыть, такая работа нам и нужна. Допустим, кому-то нужна работа, чтобы накопить на какую-то мечту. То есть, соответственно, критерий закрыть финансовую безопасность. Для других нужна работа, которая будет максимально легкая и простая, чтобы оставались силы на что-то другое. На лайте тогда. Да, так вот, поработал, потом там время уделил проектам, друзьям, семье. А кто-то хочет чувствовать смысл в своей работе, да, смысл деятельности. Это когда... Мне кажется, что это уже вот верх, и вот это вот и есть настоящее призвание. А вот как найти это призвание? Вот Ага. как прийти к этому процессу? Чтобы найти призвание, нужно несколько факторов совместить. И вот на их пересечении призвание и будет. Это первое – таланты. Да, вот в чем ваша суперсила, Андрей? Вы умеете хорошо общаться, быстро формулировать там, да, мысли, складно говорить и так далее. То есть списочек. Потом ваше увлечение. Что вы можете делать без остановки, без перерывов на еду, на сон, и сами будете доплачивать, лишь бы вам дали этим заниматься. Потому что здесь реализуются какие-то ваши потребности. А потребности – это и есть наши ценности. То есть у каждого свое, и каждый свою какую-то потребность реализует. И следующая миссия. Если вам хочется как-то влиять на этот мир, да, то есть вы не ради себя это делаете, а вот ощущение, что эта идея просто выше вас. Лилия, вот совет для родителей. Давайте коротенечко ответим на вопрос, как помочь ребенку или родителям вот, найти себя, найти свое призвание, найти свою профессию, свою деятельность, да? Родители что могут сделать? Родители могут внимательно наблюдать за ребенком, смотреть и отслеживать его таланты, да, суперсилы и его увлечения. Что нравится, что не нравится. Да, что ему как нравится. Со взрослыми. И вот если очень часто мы подтягиваем слабое в школе, там, да, плохо с математикой, ему все равно, репетиторы, а у ребенка театральные способности, да, или мы мальчика пытаемся затолкнуть на карате, ну, а он, я не знаю, там, стихи выразительно читает. Зачем нам подтягивать ребенка до середнячка? Нужно развивать сильное. Если мы развиваем сильное, это значит, мы уже его ведем по пути его призвания, смотреть вот эти его сильные стороны, и плюс, что его увлекает, чем он занимается, от чего его сложно оторвать, и уже на стыке этого. Еще, вот все равно все мы живем в реальном мире, да, и хочется не только получать удовольствие, но и деньги за свою работу, чтобы те же потребности в безопасности удовлетворять. Будет здорово, если искать работу на пересечении, то есть искать профессию, которая приносит деньги, вот в сфере, где лежат таланты и увлечения. Если денежная работа и таланты пересекаются, то тогда это будет работа, которая, может быть, она будет не так увлекательна, но будет даваться легко. Например, человек легко и просто готовит, но не очень любит заниматься. Тогда он будет зарабатывать деньги легко. Работа будет вот по лайту, да, как вы говорите. Лилия, спасибо за наш разговор. Богатство нашего края кроется не только в природных ресурсах. Одно из главных достижений – это история. Наш телеканал совместно с Национальным музеем Коми рассказывает о главных исторических моментах республики через предметы, экспонаты музея. Сегодня мы расскажем о 3 орденах, которыми была награждена республика в 60-е и 70-е годы. «Добро пожаловать в трижды орденоносную республику», гласил транспарант над зданием Сыктывкарского аэропорта. Ордена Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов сейчас хранятся в Национальном музее Коми. Награды получены в короткий исторический период с середины 60-х, начала 70-х годов 20 века. Это было время бурного развития экономики региона. Строятся автомобильные и железные дороги, мосты, промышленные предприятия, Сыктывкарский ЛПК, Книжпогостский завод ДВП, формируется сеть местных авиалиний, в Уктыле создается новая мощная топливно-энергетическая база, прокладываются газопроводы Коми АССР «Центр».
За успехи в хозяйственном и культурном строительстве в 1966-м республику награждают орденом Ленина. В 1971-м за достижения и в честь 50-летия со дня образования Коми вручают орден Октябрьской революции. Следом в 1972-м орден Дружбы народов за большие заслуги в укреплении братской дружбы. В эти годы на Ударе начинают работать болгарские лесозаготовительные предприятия, а в столице республики открывают консульское агентство Болгарии. Сегодня каждый, кто приезжает в Сыктывкар, обращает внимание на стелу, расположенную на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Коммунистической. В верхней части стелы можно увидеть изображение 3 наград. Это наша история. Все мы разные, и в этом есть своя прелесть. Представляете мир, где живут только весельчаки, или наоборот, если бы земля была заселена серьезными людьми. Ни один из вариантов мне, например, не нравится. Кстати, касается это и собак. Посмотрите, какие они похожие друг на друга ребята, и улыбнитесь. Друзья, берем небольшой перерыв. Есть время насладиться летним денечком. Увидимся совсем скоро. Эфир снова «Наша республика». Это студия 11. Впереди несколько минут только позитива. Вы готовы вкусить информационный пирог? Надеюсь, что да, потому что мы продолжаем. Красная гвоздика. Волонтеры Победы Вуктыла присоединились к всероссийской акции. Взгляд в чистое будущее. Воспитываем бережное отношение к природе. Изучаем маркировки, какой пластик разлагается. Вот уже 6-й год благотворительный фонд «Память поколений» проводит благотворительную акцию «Красная гвоздика» на всей территории нашей страны. Красная гвоздика – это символ, который олицетворяет помощь ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий. Ежегодно значок «Красная гвоздика» распространяется по всей стране. Волонтеры Победы Вуктыла присоединились к масштабному проекту. На территории городского округа Вуктыл реализуется всероссийская акция «Красная гвоздика». Красная гвоздика – это не просто значок, это всероссийский символ памяти павшим героям и благодарность ныне живущим ветеранам нашей страны. Ежегодно с 1 мая по 22 июня акцию реализует благотворительный фонд «Память поколений» совместно с волонтерами Победы. Жители Вуктыла опускают пожертвования в бокс и получают взамен символ памяти – значок красной гвоздики. Также денежные средства можно перевести онлайн. Участвуя в данной акции, каждый гражданин вносит вклад в помощь ветеранам, нуждающимся в медицинском лечении, лекарственных препаратах, а также в сложных операциях и прочих видах помощи. Помогайте ветеранам, нашим героям, людям, которые даровали нам мирную жизнь. Принимайте участие в акции «Красная гвоздика». Мы должны хранить прошлое, настоящее делать насыщенным и думать о будущем. Коми-отделение Российского экологического общества провело конкурс «Взгляд в чистое будущее». Как он проходил, узнал Андрей Кайдышев. Татьяна, добрый день. Добрый день. Вот как появилась идея проведения такого конкурса? В прошлом году наша общественная организация стала победителем в конкурсе президентских грантов. Соответственно, был организован конкурс. Он носил название «Традиции семьи. Будущее планеты». Основная задача, которую мы ставили перед собой, это выявить те хорошие традиции, которые зарождаются в семье и связанные с экологическим воспитанием. Мы получили достаточно большое количество работ, поэтому в этом году этот конкурс был продолжен. А что изменилось в этом году? Я так понимаю, название изменилось. Не только название. Название «Взгляд в чистое будущее» носит этот конкурс. Но было расширено наименование номинаций, которые как раз, наверное, давали бы комплексный такой охват вопросов, связанных с экологическим образованием и просвещением. Какую цель преследовали организаторы данного конкурса? Основная цель – это все-таки популяризация тех идей, хороших, добрых, которые рождаются в семьях, которые рождаются на производствах, у отдельных людей, инициативных, которые могут быть потом транслированы. И все эти инициативы, они так или иначе связаны с улучшением состояния окружающей среды. Сколько человек приняли участие вот в этом конкурсе? В этом году участие в конкурсе приняли более 70 человек. И возрастную, если мы тоже проанализировали, это участники от 5 до 70 лет.
То есть практически и молодежь, и мудрое взрослое поколение, да? Да. А как оценивались работы у конкурсантов? Прежде всего мы обращали внимание на новизну подачи тех или иных идей, потому что очень много работ было связано с обращением с отходами. Мы знаем, что эта тема сейчас очень популярна, и, наверное, чем-то удивить сложно, да? Но мы нашли те изюминки, то есть наши участники нашли те изюминки, которые вот действительно говорят о том креативе, о том нестандартном подходе. И что очень важно, что вот те примеры, которые демонстрировали наши участники, они могут быть транслированы на достаточно большое количество населения, что в итоге потом, конечно, приведет к тому, что большее количество людей у нас будет вовлечено в вопросы охраны окружающей среды. А кто больше из участников больше всего удивил жюри? Может, какая-то работа интересная? Вы знаете, вот по-хорошему меня удивили. Я очень сейчас сама влюблена в вопросы, связанные с развитием экологического туризма на территории Республики Коми. У нас был один участник, он является победителем. Это молодой человек, учащийся школы номер 3 города Печоры, Дмитрий, который сам прошел по маршруту по Приполярному Уралу и создал подробную карту, да, путеводитель для тех людей, которые захотят последовать его примеру и пройти по этому же маршруту. Это очень важная цена для нашей республики. Какие еще работы были? Самое большое количество работ у нас поступило на 2 номинации. Это эко-мастерская, семейная эко-мастерская и эко-просвещение. Так вот, в эко-мастерской тоже была интересная находка. Семья из Воркуты, они создали театр теней. Наверное, вот воркутинские полярные ночи и полярный день как раз способствовали этому. Они из бросового материала, из отходов, они создали вот театр теней. Это тоже было очень интересно. Круто. Будет ли продолжение конкурса и в каком формате? Вот сейчас мы отмечаем, что не угасает интерес нашего населения к подобного рода конкурсам, поэтому, наверное, мы продолжим основное направление, которое будем выдерживать, то, которое заложилось на протяжении вот этих 2 лет. Посмотрим, возможно, появятся и новые номинации. А какие-то выводы сделали, может быть, уже организаторы конкурса? Выводы мы сделали о том, что вопросы экологии, они, к счастью, наверное, к нашему счастью, что они не уходят, да, из повестки. Но, наверное, и можно где-то огорчиться, потому что если мы об этом много говорим, значит, проблем действительно существует много. Но я думаю, что с той активностью, с той креативностью, которая есть у жителей нашей республики, все эти проблемы решаемы. Будущее есть. Абсолютно, причем чистое. Спасибо, Татьяна, большое. Спасибо. Сколько пластика мы используем в повседневной жизни? Еще 60 лет назад наши родители и дедушки обходились без него. Однако сегодня трудно представить свой быт без пластиковых изделий, ведь половина из того, чем мы пользуемся каждый день, изготовлена из пластмассы. Взять, например, бутылки. Из-под воды, моющих средств, да из-под чего угодно. Думаю, человек каждый день оставляет после себя несколько пустых бутылочек. Как с ними быть, узнаем из следующего сюжета. Если вы решили использовать пластиковую тару повторно, то важно знать как минимум 2 вещи, из чего она изготовлена и как правильно ее эксплуатировать в дальнейшем. Из какого материала ваша тара? Для начала надо определить, стоит ли вообще использовать конкретную бутылку еще раз. Это зависит как от цели, так и от материала, из которого она изготовлена. Например, в тару из-под масла стоит наливать только масло. Если у вас емкость от молока или сока, то хранить в ней питьевую воду не лучшая идея. Стоит либо повторно наливать те же напитки, либо вообще не использовать бутылку, если она задумана как одноразовая. Впрочем, можно не гадать, а изучить информацию на самой таре. Бутылку с маркировкой 1, PET или PETA, рекомендуется использовать только 1 раз. Причина кроется в том, что в присутствии кислорода при нагревании или нахождении на солнце такая бутылка выделяет токсичные вещества, которые попадают в воду. Один из самых распространенных примеров – это бутылка с питьевой водой из магазина. Если посмотреть на ее донышко, то в большинстве случаев можно увидеть маркировку PET. Также не стоит хранить и намывать бутылки, на которых есть цифры 3 и 7, PVC или PC. Тары из данного пластика выделяют токсичные вещества, которые могут проникать в продукты питания, напитки, а вместе с ним и в организм человека. Безопасны бутылки с маркировками 2 или 4, либо 5, PP. Последний вариант изготовлен из полипропилена, который подходит для повторного применения и продолжительного хранения продуктов. Именно из него чаще всего изготавливают контейнеры для еды и многоразовые бутылки. Маркировка 6 PS значит, что данный пластик пригоден только для холодной пищи. Нагревать его в микроволновке не стоит. Например, это может быть стаканчик от йогурта. Еще один вариант 7O, либо Other.
Обычно это смесь различных пластиков. Такую упаковку применяют в качестве сырья для изготовления кофейных стаканчиков и прочих емкостей. Также вы можете встретить на таре значок, который сейчас становится все более популярен и узнаваем. Это петля Мёбиуса. Выглядит как треугольник из 3 стрелок и обозначает, что материал упаковки весь или частично может быть переработан. Если ваша тара из безопасного материала и вы решили использовать ее повторно, то важно ее хорошо промыть. Можно мыльным раствором либо разбавленным уксусом. Вода должна быть теплой, ни в коем случае не горячей. Кипяток может повредить пластик и целостность упаковки. Ваша задача – продезинфицировать емкость. Особое внимание уделите горлышку, так как именно там скапливается наибольшее количество бактерий. После чего бутылку следует высушить естественным путем. Некоторые виды пластика содержат опасный химикат бисфенол А. Именно он имеет свойство проникать в организм человека. Повышенное содержание данного химиката приводит к различным проблемам со здоровьем, включая гормональные нарушения. Однако следует понимать, что бутылка сама по себе не опасна, если не нарушать условия ее использования. Российские ученые из НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина ранее провели эксперимент с водой, которая хранилась в емкостях из поликарбоната. Оказалось, что бисфенол А не переходит в холодную воду, но если налить в тару горячие напитки, то ситуация прямо противоположная. Бисфенол А – один из самых распространенных химикатов в мире. С его помощью уже много лет изготавливают тонны дешевого пластика, а задумываться о последствиях стали совсем недавно, после ряда неутешительных исследований. Так, в 2017 году специалисты Европейского химического агентства заявили, что токсин негативно влияет на эндокринную и репродуктивную систему человека, может спровоцировать развитие рака, диабета, снизить способность к обучению. Идеальный вариант – использовать специальную многоразовую бутылочку для воды и других напитков. Во-первых, вам не надо платить за новую тару, во-вторых, сейчас и так слишком много пластика. И зачем его множить? Да, бутылку из-под питьевой воды можно какое-то время использовать повторно, но рано или поздно она потеряет свой вид или попросту будет где-то забыта и отправлена на помойку. Друзья, к этой минуте у меня все. Думаю, мы отлично провели время. Остается только пожелать вам солнечных денечков и крепкого здоровья. Кстати, не затягивайте с решением о вакцинации. Помните, что от этого зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких. В эфире была программа «Студия 11». Увидимся в эфире.